Читаем парламентскую газету от 17 января 2019 года. Статья «Как прописаться в садовом домике». Процедура регистрации россиян на дачных участках значительно упростится. Владельцы садовых участков, которые не ограничивают себя исключительно аграрными интересами на своих 6 сотках, а строят капитальные дома для круглосуточного проживания, с 1 января получили возможность беспрепятственно переоформлять их в жилые и, соответственно, также без проблем прописываться в них. Ранее законодательство, регулирующее правовой статус садовых и дачных домов, регистрацию в таких строениях запрещало. До 2008 года регистрация по месту жительства на дачах была запрещена действовавшим на тот момент законом о садоводстве. Но после признания Конституционным судом этого положения недействительным, регистрация стала возможной. Правда, норма полноценно так и не заработала, так как с признанием запрещающего дачную прописку закона неконституционным законодательной обязанности зарегистрировать обитателей дач по месту проживания не возникло. Добиваться желаемого дачникам, как правило, приходилось через суд. С 1 января все поменялось. В законодательстве исчезли понятия «дачный дом» и «дачный участок». Остались лишь огороднические и садоводческие товарищества. Председатель Союза садоводов России, депутат Госдумы Олег Валенчук оценил нововведение как своевременное и востребованное гражданами. «Мы сделали публичным обсуждение этого закона, проводили по этой стране круглые столы, открытые слушания. Это был огромный труд большого количества людей». Он уточнил, что теперь на садовых участках разрешается возводить строения для сезонного проживания. Такой садовый домик, согласно новым нормам, может быть признан жилым на основании решения органа местного самоуправления муниципального образования, в границах которого расположено строение. Законом устанавливается уведомительный характер признания дома жилым на основании исчерпывающего перечня документов без создания разнообразных согласительных комиссий и бумажной волокиты. Стоит сказать, что еще на стадии согласования новации Минстроем и Минэкономразвития такой подход не всем понравился. Выяснилось, что перевод строений из категории садовых домиков в категорию жилых домов, помимо очевидных удобств для граждан, несет вполне предсказуемые хлопоты для фискальных органов. Налог на садовый домик намного меньше, чем на жилой. Ранее замдиректора департамента Минэкономразвития Максим Харитов заявлял, что ведомство не может согласиться с тем, что дом, в котором зарегистрирован гражданин, может быть переведен в категорию садовых построек. К счастью, к мнению чиновника не прислушались. Статью подготовил Валерий Филоненко. Специально для рубрики «Читаем газеты» Олеся Григорьева.